который непосредственно занимается с инвалидами всех категорий. Татьяна – это супруга Владимира Кононова и мать Улекомцева Тамара Яковлевна. 4 человека нас отсюда вылетало. В Москве к нам присоединился Анатолий Васильевич. Дальше мы уже жили в гостинице, которая конкретно является собственностью Ингостраха. Расселили нас очень шикарно. Вот, там встретился я с паралимпийцами, инвалидами по зрению из Перми, вот, которые были знакомы. И все люди, которые были приглашены через Ингострах, они жили в отдельных номерах по одному человеку, люксы, плазменные телевизоры, барчик такой небольшой, но больше цены, конечно, там. Я почитал и забыл, где этот бар потом находится. Да. Пришлось здоровый образ жизни на все 100 грамм по 500 рублей, 800. Да. А коньяк вообще 1100. Я слышал, что там. Як 1100? Нет, в магазинах спиртное есть, пожалуйста. Просто. Места для курения тоже специально отведенные. Так идти по городу, и чтобы кто-то курил, такого тоже нету. И что-то удивило, урны, вот, у нас хоть и тоже ругаемся, но местами попадаются. Около остановок или еще что-то. Вот. А там вообще таких мелких урн только около крупных магазинов можно заметить. Около остановок тоже нету. И один раз я прокатился на автобусе, наверное, урн нет, потому что не раздают билеты. Вот деньги отдал и едешь. А билет без билета. Ну, зато нечего выбрасывать и сорить. Вот это я заметил, да. Ну, может быть. Но вот около таких магазинов продуктовых, и там урны стояли, да. Специальные чашечки для курящих тоже, куда сигареты выкидывать. Не в общую большую, а так, говорю, чтобы вот какая-то большая мульта где-то светилась. Вот где мы жили, комплекс гостиничный, там тоже я ходил кругами, но не нашел ни одной урны в самом комплексе. Ну это потом я спрашивал, говорили, что это специально сделано, чтобы не было никаких там провокационных действий. Мину, чтобы не бросили в урну. Ну, или мину, или там что-то горючее, горящее, чтобы не было, да. Да, чтобы не подожгли или просто с такой целью. Ну, волонтеры с нашей бригадой работали тоже все с Ингостраха. Как только прилетели в Сочи, нас встретили, сразу организовали получение паспортов болельщика. Далее мы прошли процедуру тоже расселения в гостиницу. Сначала говорили, что нас только завтраком будут кормить, а там шведский стол и утром, и в обед, и ужином в 0 часов. Сколько хочешь кушай. Программа такая, что в 7 утра встаешь, уходишь и приходишь в 0 часов. Поспать буквально даже мало, и все дни так. Побывали на лыжных гонках, на биатлоне, на горных лыжах. 2 матча по хоккею смотрели. Америка-Канада. За Канаду мы все болели, не получилось у них выиграть. И финальную часть Россия-Америка тоже смотрели. Ну, лучшие матчи. Да. Лучшие матчи, да, и все соревнования вот по лыжам тоже, и биатлону, эстафеты смотрели, длинные гонки на 20 километров смотрели.
Ну, на горных лыжах мы посмотрели только одну программу, но это хорошо, что только одна была, потому что на финиш какие-то маленькие точки только приходят, даже через бинокль не видно, а основную трассу вообще не видно с трибун. Ну, может, там зрячие видят, но слепому и экран не видно, и информация.